В каждом сердце, полном любви к родине, желанием защищать ее, рождается искра, способная осветить путь миллионов. Анастасия Нгваб – яркое тому подтверждение. Ее история – это история силы, верности и целеустремленности. Она воплотила мечту служить своей стране, сочетая стальной характер и теплое сердце, став символом надежды и опоры для всех, кто верит в светлое будущее. Выпускница военно-космической академии имени Можайского Анастасия открыто делится своими чувствами и вдохновляет своим примером. Сначала немного отец был не понимал, как и что будет происходить, но в целом, когда мы пришли в министерство, нам все объяснили, и в дальнейшем все меня поддерживали и, наоборот, помогали, чем могли. Сложно, особенно первые годы, но в дальнейшем, когда мы прошли какой-то этап, там самый сложный, первые годы, становилось немного легче, потому что мы уже понимали, что происходит в целом, как устроена военная структура, и безумно нам помогали наши старшекурсники, и в целом все офицеры, весь личный состав академии, все хотели нам помочь, все настроены были на то, чтобы мы мягче прошли данную службу. Данил Квиквискири и Арутюн Минасян, выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, с отличием окончили направление разведка. Их успех – результат четко поставленной цели и железной решимости. С первого дня обучения они осознавали, что представляют родину и обязаны оправдать высокое доверие. Именно эта внутренняя сила помогла преодолеть все трудности и стать достойными офицерами. Данил – первый в семье, кто выбрал военную профессию, а Арутюн вдохновляется примером своего дяди. С детства их влекло военное дело. Они воспринимают его не как работу, а как миссию, избранный путь, наполненный смыслом и честью. Мимолетно, к сожалению, хотелось бы еще там дольше остаться. Имели дело мы с очень хорошими людьми, офицерами, нас очень уважали, также и мы. И очень грустно, что так быстро прошло, но ничего, все впереди, мы могли с ними увидеться. И можем держать связь также. Больше всего, наверное, запомнилось именно времяпровождение с ребятами. Там же с нами учились ребята из разных стран. И очень приятно было познакомиться с ними и проводить эти все годы обучения с ними. Также с отличием вуз окончили еще два молодых героя – Макс Тужба и Амир Транш. Две судьбы, сплетенные невидимой нитью мужества и преданности родине. Вместе они не только преодолевали все сложности Московского высшего общевойскового командного училища, но и стали настоящей опорой друг для друга. Их сила в единстве, взаимной поддержке и общем желании служить с честью и достоинством. Они – гордость своих родных и символ надежды для всей страны. Родители очень радостно восприняли, рассказали всем соседям, всем родственникам. Ездил к родственникам, очень радостно воспринимали. Звали всех своих соседей, говорили, вот родственник приехал из Москвы, закончил на красный диплом. Для них я был гордостью. Мне, если честно, когда меня хвалят, стыдно становится, это не очень приятно, но я знал, что когда закончу на красный диплом, что мама очень обрадуется, что родственники будут рады. В целом также, думаю, родители очень были рады. В первую очередь я для них старался, чтобы быть гордостью для них. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучше, чем он. Надеюсь, у меня получится быть для них лучшим, так как я один. И были также люди, которые не верили, говорили, вот там у твоего сына ничего не получится, он ничего не добьется. Но приехав домой, показав свой красный диплом, окончил с отличием, эти люди посмотрели на меня, скажем так, с другой стороны, доказал то, что я достоин этого, то, что я окончил с отличием. На заседании аттестационной комиссии Министерства обороны был рассмотрен вопрос о присвоении первого офицерского воинского звания лейтенант выпускникам российских военных вузов. Министерство обороны Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Абхазии ежегодно представляет нашим гражданам возможность пройти обучение в престижных военных вузах России. Министерство обороны в соответствии с соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Абхазия ежегодно имеет возможность направлять граждан Республики Абхазия для обучения в военных вузах по специальностям, необходимым для качественного комплектования частей подразделений Министерства обороны. Военнослужащие, окончившие высшие военные учебные заведения, проходят службу на различных должностях, в том числе и на руководящих. Также хочу отметить, что выпускники российских военных вузов, поступившие по линии Министерства обороны, проходят службу и в других министерствах и ведомствах, входящих в состав
вооруженных сил, а также другие министерства и ведомства, где не предусмотрена военная служба. Эти молодые офицеры – живое доказательство того, что вера в свои силы, преданность долгу и искренняя любовь к Отечеству могут творить настоящие чудеса. Они – будущие защитники мира и спокойствия, хранители традиций и пример для новых поколений. Их образование и подготовка дают им уверенность в собственных силах и способность справляться с любыми вызовами. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.